уважаемые гости, мы рады приветствовать вас в парламенте. У нас сегодня расширенное заседание комитета. Насколько известно, был всем разослан проект закона об апартаментах. И сегодня у нас расширенное заседание, которое призвано обозначить определенные вопросы, которые волнуют и общество, волнуют организации. Мы рады, что вы сегодня пришли. Здесь представлены практически, на мой взгляд, все организации, да, Общественная палата представлена. Ну, я дальше Дауту Витальевичу слово передаю, он будет вести сегодняшнюю встречу. В парламент поступил проект закона, это даже пакетно, скажем так, несколько проектов, связанных с законом, так называемым законом об апартаментах. И учитывая, что непосредственно парламенту и принимать решение на этой стадии именно комитету по государственному правовому строительству, мы решили заслушать максимальное количество людей и общественных организаций, их представителей, для того, чтобы у депутатов была возможность сформировать свое мнение к тому моменту, когда мы уже будем принимать решение. Изначально это в комитете и потом уже, соответственно, на сессии. Учитывая, что сегодня здесь очень много людей, я хотел бы предложить именно такой формат. Естественно, каждому из вас будет представлено слово для того, чтобы вы могли, насколько это возможно, в максимальной форме, с учетом времени, которое у нас есть. Я понимаю, что у нас мы не ограничены во времени, но все-таки будем учитывать, сколько нас здесь и как далеко это может зайти. Будем давать вам возможность, и вы уже, соответственно, расскажете о своем видении. Перейдем, собственно, к теме. Как вы знаете, многим из вас, вашим общественным организациям, были переданы письма от комитета с просьбой предоставить свои поправки и предложения по данному законопроекту. На сегодняшний день мы получили несколько ответных писем. Например, представители АРУА, представители АНД ответили нам, они заявили о том, что в принципе не приемлют ни в какой форме принятие данного законопроекта. С другой стороны, к нам также поступили предложения от Айтгалара, от Амцахара, от Общественной палаты с конкретными предложениями, как нужно изменить данный законопроект для того, чтобы он был, возможно, принят нашим обществом и, соответственно, принят уже парламентом. Поэтому, если позволите, я начну, соответственно, с тех организаций, которые ответили, прислали письма и свои предложения и замечания. У нас единогласно принято не о 30 тысячах апартаментах, а на 21 остановился наш политсовет. Но это за основу брать абхазское общество не будет, наверное, на то вы депутаты и еще другие организации. 2 месяца работали над этим документом. Все одного мнения не могут быть. И пришли к такому результату, что мы проголосовали. И там изменения очень интересные есть. Я хотел бы, чтобы вы зачитали людям, да? Общее количество апартаментов на всей территории республики не должно превышать 21 тысячу. При этом Нагагарский район 2000, Гудаурский район 3000, Гулрибский район 3000, Ачимчирский район 3000, Ткварчальский район 5000, Гальский район 3000. Тут еще также очень интересный пункт, на мой взгляд, дополнить статью 3 проекта закона пунктом 5 следующего содержания. В случае, если строительство имущественного комплекса привело к превышению лимитов количества апартаментов, указанного в пункте 3 настоящего закона, такой имущественный комплекс не подлежит вводу в эксплуатацию, а право собственности на объекты недвижимости, входящие в состав данного имущества комплекса, не подлежат государственной регистрации. Также очень всех прошу, на самом деле, подумать над этим предложением. На мой взгляд, оно очень интересное. Также хотел бы еще озвучить ряд предложений со стороны политической партии Амцахара. Апарт-отели строятся в рамках имущественного комплекса, состоящего из одного или нескольких, но не более 50 апарт-отелей с прилегающим земельным участком в выделенных границах. Также, на мой взгляд, очень интересное предложение. Это для того, чтобы не создавались огромные территории, да, анклавы, назовем так. В рамках имущественного комплекса апарт-отеля в обязательном порядке должно быть не менее одного многоэтажного апарт-отеля, ну, не менее 5 этажей, как и в изначальном проекте закона. И апарт-отель должен состоять из апартаментов в количестве не менее 2 и иных коммерческих помещений.
Также они предлагают поправки в редакцию проекта закона Республики Абхазия о сборе собственников апартаментов, предлагаемые политической партией Амцахара. Так, изложить пункт 1 статьи 4 проекта закона в следующей редакции. Базовая ставка сбора устанавливается в размере 2000 рублей за 1 квадратный метр апартамента. Если помните, в изначальном проекте было 1000 рублей, да, они предлагают увеличить базовую ставку. И также добавляют, что изложить приложение номер 1 к проекту закона в следующей редакции. То есть тут разбивка по районам идет уже так. Также она отличается от первоначальной. Город Сухум-Гагарский район, здесь коэффициент 2, то есть в 2 раза больше. Гудаутский район 1,5, Сухумский район 1,5, Гулрипский район 1,5, Чимчирский район 1,5, Творчальский район 1, Галский район 1,5. То есть, чтобы, если мы будем переводить это в реальные суммы, то есть если изначально предлагалось в Гагарском районе, городе Сухум, если ну, тогда 1,5, соответственно 1500 рублей за квадратный метр, то сегодня предлагается уже в этих районах прежде всего 4000 рублей за квадратный метр. Так, также предлагается поправка в редакцию проекта закона Республики Абхазия о внесении изменений в Земельный кодекс. Изложить статью 1 проекта в следующей редакции. Статья 17. Особенности предоставления земельных участков для строительства имущественного комплекса апарт-отеля. Земельные участки для строительства имущественного комплекса апарт-отеля представляют в соответствии с настоящим кодексом с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Предоставление земельных участков для строительства имущественного комплекса апарт-отелей районными или городскими органами управления осуществляется только после получения согласия соответствующего представительного органа местного самоуправления и по согласованию с правительством Республики Абхазия. Если вы помните, также было предложение, уже это я прежде всего к коллегам обращаюсь, поскольку тогда уже был наш внутренний комитет, мы обсуждали это, было предложение о том, чтобы через народное собрание проходило выделение земельных участков. Здесь они предлагают все-таки обращаться непосредственно к местным собраниям, поскольку они являются, наверное, первыми людьми, которые в районе, в городе сталкиваются с этим вопросом, и они лучше знают, как следует распределять земли местного значения, имеющиеся у них. Тоже, на мой взгляд, очень интересное предложение. Проживают на территории Республики Абхазия со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Республики Абхазия в течение 20 лет непрерывно. Срок проживания на территории Республики Абхазия считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Республики Абхазия не более чем на 3 месяца в течение 1 года. Этот пункт в закон о гражданстве Республики Абхазия предлагается именно с целью для того, чтобы эти люди имели как можно меньше возможностей в будущем для приобретения гражданства Республики Абхазия. Да, которые будут иметь это имущество. Речь идет, это статья 13 закона о гражданстве, прием в гражданство Республики Абхазия в общем порядке. И здесь об иностранных гражданах как раз речь идет и лицах без гражданства. Они предлагают внести, добавить пункт Г. И в итоге он будет звучать так. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Республики Абхазия в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица проживают на территории Республики Абхазия со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство Республики Абхазия в течение 10 лет непрерывно. Срок проживания на территории Республики Абхазия считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Республики Абхазия не более чем на 3 месяца в течение 1 года. То есть они максимально усложняют возможность для этих иностранных граждан и лиц без гражданства получить гражданство. То есть это такой защитный механизм, который предлагает политическая партия Амцахара. Они предлагают, когда идет речь о статье 14 того же закона, прием гражданства Республики Абхазия в упрощенном порядке, изложить в следующей редакции. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Республики Абхазия, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Республики Абхазия в упрощенном порядке без соблюдения условий о сроке проживания, установленном пункт Г, части 1 статьи 13 настоящего закона, если указанные граждане и лица состоят в браке с гражданином Республики Абхазия не менее 10 лет и проживают на территории Республики Абхазия не менее 8 лет. Это также очередной защитный механизм. Предлагают также внести поправки в действующий закон Республики Абхазия об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. В статье 50, пункт 2, порядок формирования и использования средств фонда.
То есть этот фонд, который будет создаваться с использованием этих денег, полученных от данной площади, от данных площадей, они предлагают так его прописать. Источниками формирования фонда является сбор собственников апартаментов. Второе. Средства фонда используются на обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия в порядке, установленном Кабинетом министров Республики Абхазия. Третье. Приоритетным правом на обеспечение жильем за счет средств фонда обладают ветераны и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, родители, жены и совершеннолетние дети погибших участников Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, а также родители, жены и совершеннолетние дети военнослужащих, погибших либо умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в боевых действиях при защите Республики Абхазия. Объем использования средств фонда определяется законом о республиканском бюджете на следующий финансовый год. Вот это, в принципе, предложения, которые предлагает политическая партия Амцахара. На мой взгляд, очень многие из них достаточно интересны для обсуждения. Мы просим вас также подумать об этих предложениях, насколько они, возможно, как-то соответствуют и вашему духу, вашему мышлению, вашему пониманию того, как выходить из этой ситуации. Так, в дальнейшем я хотел бы предоставить слово, раз уже мы говорим о конкретных предложениях, Ишсо Иванович Какалия. Мы считаем, что проект закона об апартаментах, который сегодня представлен в парламент, в том виде, в котором он сегодня представлен, он опасен для нашего будущего, для нашего народа, для нашей нации, если хотите. Мы считаем, что снятие запрета с продажи недвижимости иностранным гражданам – это серьезнейший риск для нашего этноса. И, соответственно, мы, отталкиваясь от этого, сделали свои предложения. Первое, самое главное, что мы предлагаем, это вот из 2 статьи, где используются основные понятия, из понятия собственника апартамента исключить физические лица. То есть оставить только юридические лица. И далее по списку наши предложения отталкиваются именно от этого. В случае, если вот первое наше предложение будет принято, дальше идут следующие предложения, в которых мы усиливаем выделение земельных участков. Мы считаем, что выделение земельных участков под апартаменты, контроль за этим надо усиливать. Соответственно, мы просим, нести изменения следующего характера, что земельные участки будут утверждаться отдельным законом в парламенте. Каждый земельный участок выделяем под апартаменты. Следующее предложение. Пункт 5 статьи 4. После слов «право собственности на апартамент как объект недвижимости подлежит регистрации» дополнен словами «в Министерстве юстиции». Просто внесли ясность, чтобы было понятно, какой орган будет регистрировать. Соответственно, пункт 2 статьи 5 исключить полностью. Там тоже говорится о собственниках, физлицах и так далее. Количество апартаментов на соответствующие районы город Сухум, установленное Кабинетом министров Республики Абхазия, утверждается Народным собранием, парламентом Республики Абхазия путем принятия отдельного закона. Это вот изменение пункта 3 статьи 3. Ну и, соответственно, пункт 4 статьи 3 исключить полностью уже. Он не будет иметь смысла в случае принятия наших поправок. В части 4 статьи 2, после слов «физические», учитывая предложение исключить из части 2 статьи 2 слова «физические или», а также прямые противоречия пункта 6 статьи 5 и пункта 7 статьи 5, пункт 6 и статьи 5 исключить полностью мы предлагаем. Потому что там противоречия идут, там же оговаривается по собственникам жилья, о физлицах. Еще один момент, который мы усмотрели, учитывая, что в соответствии с законодательством Республики Абхазия земельные участки не могут являться имуществом, из пункта 10 статьи 6 после слов «прилегающий земельный участок» исключить слова «и иное общее имущество в апарт-отеле», потому что земельный участок как имущество по этой статье звучит именно так. Ну и, соответственно, в Земельный кодекс статью 17 прим. Мы предлагаем изложить в следующей редакции: предоставление земельных участков для строительства имущественного комплекса апарт-отелей районными и городскими органами управления осуществляется только по согласованию с правительством и Народным собранием парламентом Республики Абхазия. Теперь почему мы считаем, что физические лица... Да. Не расслышал, извиняюсь, вы будете все-таки поддерживать этот закон? В случае, если вот эти поправки, которые мы предлагаем, будут приняты в первом чтении, мы готовы обсуждать дальше проект закона. Я же сказал, вполне этот... Нет, я ответил, я считаю, я не знаю, что тут... Прямой вопрос требует прямого ответа. Ну, прямой же ответ, а куда еще прямее? Я же говорю, в случае, если эти поправки, которые мы предлагаем, будут приняты в первом чтении, мы готовы обсуждать за проект закона дальше с коллегами в парламенте. Позиция Айтгулара такая. В том виде, в котором сегодня существует закон, мы вообще категорически против, чтобы даже в первом чтении принималось, вот в котором оно и есть. Если, наши предложения
власть готова принять, непосредственно президент и президентская администрация готова принять, вернуть. Сегодня я к концу нашего разговора мы к этому, значит, призывать, чтобы этот закон вернули обратно, внесли изменения. Наши, может быть, еще здесь вот Амсахара я представил, еще не знаю, кто будет представлять. Если с учетом всех изменений вернут, мы готовы, вот я лично, не мы, а лично я как депутат, я в первом чтении его готов, только я не знаю другие, какие будут, значит, изменения, но в данном случае о тех, говорится, изменениях, которые мы внесли. Самое главное, если кто-то упустил, еще раз хочу развить мысль Вячеслава Ивановича, мы категорически против понимания, значит, собственника апартамента, где есть понятие физическое лицо. Все зло таится в этом. Ваше, чтобы ты понимал, физическое лицо. Вот в нашем понимании все зло там, значит, затаилось. Если мы убираем, что такое понятие собственники физическое лицо, то мы готовы поддержать. Дальше, следующий пункт. Вячеслав Иванович почему-то пропустил, потом вернулся к нему. Значит, в самом основном законе, я хочу просто, чтобы вы, ну, если закон на руках у кого-то есть, здесь, значит, статья 3, пункт 3, пункт 4, мы говорим вообще, значит, исключить. Здесь, то есть, пункт 3, пункт 4 вообще исключить, где говорится о 30 тысячах апартаментов, какие количества в каких районах определяется, потом как в Сухом там надо делать, и что это все, значит, регулируется только Кабинетом министров. Мы говорим, что мы это вообще убираем, и мы его предлагаем в том случае, то есть в этом случае дополнить только одним пунктом 3, где говорится, что следующее, значит, изложить следующие редакции. Количество апартаментов на существующий район и город Сухум, установленный Кабинетом министров Республики Абхазия, утверждается Народным собранием парламента Республики Абхазия путем принятия отдельного закона. То есть это же какое-то предложение будет по одному, хотя бы апарт-отелю, да, непосредственно взято, это только будет определять парламент. То есть это не Кабинет министров, не кто-то. Да, они будут представлять, но мы в парламенте будем определять. Дальше, значит, вот здесь, что Иванович говорил, пункт 2 статьи 5. Статья 5 говорит о том, что, значит, наличие иностранного гражданина или лица без гражданства апартамента в собственности не является основанием для получения вида на жительство или гражданства Республики Абхазия. Да, оно красиво написано, все, что нельзя. Но мы уже обратили на это внимание в прошлый раз. Здесь Львович находится, не вижу, а вот здесь вот. Значит, здесь хитрость в чем? Да, человек, который имеет, значит, купить себе, если, конечно, останется понятие физическое лицо, вот он купил себе апартаменты, но ему никто не запрещает параллельно пойти и зарегистрироваться где-то, Лаша, у вас, скажем, или у меня дома, 5 лет прорегистрироваться, с регистрацией прожить, и имея апартаменты, то есть параллельно зарегистрироваться и получить сперва через 5 лет вид на жительство, а потом через еще 5 лет гражданство. Мы о чем говорим? Вообще, о чем это, я как вижу, это закон. Почему надо физическое понятие убрать? Мы что тем самым, если мы это оставляем, мы фактически, и если даже узаконим то понятие, которое здесь заложено, 30 тысяч, можно тихо послушать друг друга, друзья, мне тяжело говорить. Если в том смысле, как этот закон сегодня гласит, 30 тысяч апартаментов мы разрешим и оставим слово, понятие такое физическое, то есть мы априори затаскиваем себе завозим как минимум 60 тысяч людей. 60 тысяч людей. Еще раз хочу повториться. 60 тысяч людей, которые готовы за такие деньги покупать апартаменты, это люди непростые. Это люди, имеющие большие деньги, заработали, как в России зарабатывают примерно, вы знаете, я сейчас за всех не могу говорить, но это люди как минимум агрессивные, может и в хорошем смысле слова, и в плохом смысле слова. Они как бы наглые, агрессивные, в меру хорошие, наступательная у них политика, такая агрессивная политика.
И вот они приедут сюда, как минимум, это я говорю только муж и жена, уже не говорю о детях, о теще, там, о бабушке, о дедушке, да. Теперь, вот 60 тысяч людей мы получаем. Одно дело россиян, который живет в России, не имеет, значит, имущества, ему не интересно, там, имеет он гражданство абхазское или нет. Но когда он уже имеет, значит, апартаменты и имея возможности, ему захочется завтра иметь и гражданство тоже. Потому я вот это понятие 30 тысяч или 20 или 10 или это, я не собираюсь это вообще в таком количестве даже квоты какие-то делать. То есть, ну, вот принцип, наш принцип, чтобы вы понимали, почему мы к этому подошли. Никаких квотирований мы не согласны, физическое понятие мы вообще не приемлем. И тогда в таком случае вот это 5-й пункт вообще полностью исключаем, тогда здесь не о чем о нем говорить. Общественная палата подготовила документ, свое заключение по этому поводу. Основанием для подготовки документа было обращение общественно-политической организации АНД. Скажу сразу, что внутри общественной палаты много различных мнений. Есть сторонники категорически против принятия закона об апартаментах, даже считают, что его не стоит рассматривать. Есть люди, которые предлагают внести в этот законопроект какие-то ограничения, только при этом при условии принятия этот законопроект. Другие полностью согласны с его редакцией, которая представлена в парламент. В ходе сложных дискуссий мы попытались внутри общественной палаты прийти к какому-то компромиссу. Но мы ничего конкретно не рекомендуем. Мы не говорим, что апартамент это хорошо или плохо. Мы рассматриваем апартаменты с учетом той институциональной среды, в которой мы сегодня находимся, с учетом тех проблем, которые сегодня в нашей стране присутствуют. Указали на положительные стороны апартаментов и на отрицательные стороны, которые могут минимизировать или свести полностью на нет положительный экономический эффект от принятия данного законопроекта. Значит, основные опасения, которые беспокоят общественную палату, не только общественную палату, но и наше общество, это прежде всего то, что принятие данного законопроекта может привести к демографическому перекосу внутри общества. Это опять мы останемся в ситуации, где, будем так говорить, государствообразующая нация будет в меньшинстве по сравнению с другими этническими группами. С такой проблемой наше общество, наш народ уже сталкивался. Это очень болезненно воспринимается в среде, в общественной среде населения. У нас пока еще свежи в памяти события 30-летней давности. Поэтому это самый главный, на наш взгляд, самая главная опасность, самая главная угроза, которую может представлять этот законопроект. Второе. Нормативно-правовые акты, регулирующие строительство. Но опять мы здесь возвращаемся к той среде, в которой правовой среде, институциональной среде, в которой мы сегодня находимся. У нас, к сожалению, практика такая, реальность такова правовая, что зачастую многие правовые акты очень плохо работают, правоприменительная практика очень плохая, низкая уровень квалификации правонарушений, преступлений. У нас огромное количество различных системных проблем. И когда мы сегодня говорим, что вот если мы вот эти ограничения туда включим, вот это заложим, вот это добавим, к сожалению, это не будет выполняться, потому что у нас вот такая реальность. У нас есть проблемы, у нас низкий управленческий потенциал всех систем власти. Это мы все прекрасно знаем, и с этим нужно это нужно принимать во внимание. Потом отсутствие градостроительного кодекса, земельного кадастра, территориального планирования. То есть очень много правовых пустот в законодательстве, которые позволят недобросовестным инвесторам, будем так говорить, просто злоупотреблять ситуацией. Мы по этому поводу, я потом дальше скажу, что мы предлагаем в обязательном порядке все эти пустоты устранить. Так, дальше. Отношение национального инвестора и иностранного. У нас, насколько вам известно, существует закон об инвестиционной деятельности. Он предоставляет иностранным инвесторам достаточно серьезные преференции. Уже факт существования этого закона ставит в какой-то степени
национальных инвесторов очень сложную, будем не совсем равнозначную позицию по сравнению с иностранцами. Добавим к этому очень либеральное налоговое законодательство, очень либеральное таможенное законодательство. Еще идут разговоры, я не знаю, насколько это правдиво, что закон о инвестиционной деятельности будет дальше либерализироваться. В таком случае сам экономический эффект от принятия этого закона, с точки зрения, вот, например, фискальной функции, там, налогообложения, он тоже сводится к минимуму. И наш инвестор, при наличии у него каких-то возможностей, практически он выпадает из той среды, от рыночной среды, которую мы сформируем после принятия этого закона. Цены на жилье, цены на квадратный метр земли в разы возрастут, и у инвестора просто не будет возможности участвовать в экономическом процессе. И еще один вопрос, на который мы хотели бы обратить внимание. Апартаменты предоставляют возможность владельцам использовать их для извлечения прибыли. Что вы понимали, это такая частая практика с апартаментами. Люди, которые проживают в Российской Федерации, достаточно обеспеченные, у них есть основной доход. Благодаря наличию апартаментов они могут получать пассивный доход. Пассивный доход, формирование пассивного дохода для них не важно, прибыльность не имеет значения. Там они могут, например, устанавливать цены, которые позволяют им оплачивать только лишь коммунальные услуги, поддерживать апартаменты в должном уровне. В то же время население страны Гагарского, Гудаутского, Нового Афона, там, Пицунды, эти люди, у которых основной доход складывается за счет вот этой курортной ренты. Они получают прибыль и целый год потом на этом живут за счет сезона. Если мы огромное количество иностранных субъектов впустим в этот рынок, и они начнут искусственно занижать цену, доходы наших домохозяйств в разы упадут. То есть фактически доходы нашего населения этих трех районов снизятся в несколько раз. Эта практика существует везде, это не только у нас, и в Черногории такая ситуация была, во многих странах такая ситуация. Это типичная экономическая ситуация. Тем более мы такие сферы деятельности, мы ценообразование в этой сфере деятельности государство никак не регулирует. Рост цен на недвижимость. Открытие рынка, ну это экономический принцип, я думаю, что это не надо даже объяснять. Студент первого курса экономического факультета вам скажет, если вы открываете рынок и количество спроса резко возрастает при ограниченном предложении. У нас предложение ограничено, потому что территория нашей страны ограничена ее границами, у нас больше земли нет. Цена на квадратный метр земли в разы увеличится. Если, вот недавно мы слушали выступление президента, если в 50 раз, извините, увеличится стоимость квадратного метра земли, то цены вырастут настолько, что самые обеспеченные граждане нашей страны, самые лучшие, вот, я не знаю, самый богатый средний класс не сможет просто купить квадратный метр. У нас такая ситуация, это будет 100%. Ну, купить, в смысле, имеется в виду, да, взять в аренду, купить недвижимость, там, объект, который на этом участке земли. Объект недвижимости, можно я закончу? Объект недвижимости и Можно я закончу, да? Объект недвижимости и земля неразрывно связаны между собой. Невозможно изменить, невозможно изъять землю, без изменения стоимости объекта недвижимости. Если вы даете возможность кому-либо построить на той или иной территории какой-то объект капитального строительства, с этого момента, хотим мы это, не хотим, земля будет привязана к этому объекту. Разрешая строительство объектов на территории вот этих апартаментов, мы лишаемся фактически этой земли. Лишаемся не юридически, де юра, может быть, мы его собственности на эту землю не лишаемся, но мы лишаемся возможности эту землю использовать. Пятое. Комплекс отраслей экономической и социальной жизни, обслуживающих производство и обеспечивающих условия жизнедеятельности общества. У нас инфраструктурная среда очень сложная, она старая, высокий уровень морального и физического износа. Мы все прекрасно знаем, в каких условиях мы живем. Вот недавние наводнения, которые произошли в Гудаутском районе, водоотводы очень плохо работают. У нас серьезные проблемы в энергосистеме, у нас серьезные проблемы с
с пропускной способностью наших дорог, увеличение количества, открытие принятия этого законопроекта, увеличение количества жилплощади, увеличение нагрузки на всю эту инфраструктуру приведет к серьезным проблемам. Проблема, во-первых, в части аварийности, мы об этом указываем, а во-вторых, в том, что обществу придется дополнительно осуществлять траты на восстановление либо развитие инфраструктуры. То есть строительство апартаментов неизбежно создадут дополнительные траты для всего нашего бюджета, ну фактически по сути это бремя налогоплательщиков, то есть на наш народ, для того, чтобы создавать новые энергетические мощности, строить новые дороги, строить новые коммуникации, нам придется водоотводы делать, все это ляжет на наши плечи. Сейчас у нас, честно, мы все прекрасно знаем, что таких мощных финансовых ресурсов, которые мы могли вот так взять и обеспечить инфраструктуру, такие объекты у нас в государстве нет. Согласно статье 2 данного законопроекта, под понятием апартамент понимается расположено в аппарат отеля нежилое коммерческое помещение общей площадью не менее 20 квадратных метров, состоящий из одной или более комнат со спальным местом и кухонной зоны, предназначен для временного пребывания. На практике на площади 20 квадратных метров невозможно распределить все вышеуказанные критерии. Мы предлагаем исключить нижний порог в 20 квадратных метров. Так, теперь вот итоги... Увеличить. Да. Увеличить. 20 квадратных метров, как раз то, о чем мы говорили выше, что не конкурентоспособно будет. Сейчас, да, и, конечно, итоговое мнение я зачитаю. Мы предлагаем внести поправки в законодательство Республики Абхазия, запрещающее вступление в гражданство иностранных собственников апартаментов. При вступлении в гражданство требовать документы, подтверждающие отсутствие гражданина собственности в виде апартаментов на территории Республики Абхазия. Второе. Ускорить принятие правовых актов, регулирующих вопросы градостроительства и технического надзора. Третье. В целях сохранения рекреационной емкости территории Республики Абхазия провести зонирование земель и законодательно ограничить возможность использования иностранными инвесторами особо ценных территорий, в особенности прибрежной зоны. Четвертое. Ужесточить законодательство в сфере защиты памятников историко-культурного наследия. Пятое. Ускорить принятие земельного кадастра Республики Абхазия. Шестое. Поручить органам местного самоуправления разработать и принять генеральные планы городов и мастер-планы. Седьмое. Внесение изменений в технические условия по проектированию и строительству высотных зданий с учетом сейсмоактивности региона. Восьмое. Внести в законопроект ограничение квотирования на определенный срок на строительство в развитых районах республики, город Сухум, Гудаутский район, Гагарский район, для исключения перекоса в экономическом развитии района в Абхазии и загруженности вышеуказанных регионов. Здесь имеется в виду, чтобы распределить, дать больше возможностей депрессивным районам страны. Девятое. Разработать проект антимонопольного законодательства с целью исключения искусственного повышения цен на рынке недвижимости с возможным ограничением перепродажи апартаментов на определенное время с момента вступления в право собственности. Десятое. Ввести режим налогообложения, который будет действовать в отношении предпринимательской деятельности, связанной с возмездным предоставлением собственности для размещения и временного пребывания иных лиц. 11. Установить вмененный налог для застройщика на начальной стадии реализации проекта. 12. Исключить из статьи 2 законопроекта нижний порог общей площади для апартаментов в 20 квадратных метров. И последнее. Определить орган, отвечающий за реализацию данного законопроекта. Последнее, что я хочу сказать по этому поводу. Мы считаем, что Общественная палата считает, что принятие этого законопроекта в той редакции, в которой он сегодня существует, без учета, без решения тех проблем, которые мы обозначили, будет иметь негативные последствия. На этом у меня все. Понятно. То есть в целом это уже консолидировано. Обзирушимыз хатырызко депутатша. Обзирушимыз ихетпе хайзерыз хазер кузавичество зеги. Ламкала Дауд Виталий Пайтеуп хавасферсту хоб ихетпе хайкшура халархура Джиба Хубыз Яшацхана. Уважаемые депутаты,
ознакомившись с законопроектами об апартаментах и пояснительными записками к ним, хочу сказать, что данные проекты не готовы к рассмотрению, так как отсутствует финансово-экономическое обоснование, которое должна быть предоставлено министерствами экономики, финансов, по налогам и сборам, курорту и туризму, экологии и так далее. Приложенные к проектам законов пояснительные записки не являются экспертными заключениями и носят ознакомительный характер, не несущий никаких правовых последствий. Обращаю ваше внимание, что в Российской Федерации неоднократно поднимался вопрос апартаментов, но ввиду непроработанности в экономическом и юридическом плане данный вопрос был отложен. Также хочу, уважаемые друзья, хотел бы напомнить высказывание министра экономического развития Решетникова об инвестициях. Цитировать не буду, вы это хорошо все помните. Соглашаясь с ним, нужно сказать, что строительство апартаментов – это иностранные инвестиции, которые могут привести к резкому сокращению абхазского среднего и малого предпринимательства. Считаю, что прежде чем вести разговор об апартаментах, необходимо провести инвентаризацию, создать полный и четкий кадастр. Его отсутствие, как и отсутствие плана застройки, в ближайшее будущем приведет к правовым проблемам. Массовое введение в эксплуатацию апартаментов повлечет за собой увеличение энергетической нагрузки. И здесь нужно экспертное заключение независимых энергетиков и специалистов Черноморэнерго. Согласно пояснительной записке, в случае введения в эксплуатацию апартаментов турпоток увеличится более чем на 1,5 миллиона туристов в год. Возникает вопрос о готовности медицинских учреждений, органов правопорядка, спасательных и экстренных служб, дошкольных и школьных образовательных учреждений. Друзья, сегодня уже около 30% иностранных граждан являются учащимися гагарских школ. Это сегодня. Особо... Там я кому-то мешаю вообще? Особо нужно подчеркнуть экологическую составляющую данного проекта. Здесь возникают вопросы очистных сооружений, вывоза и переработки бытовых отходов, охрана заповедных зон. Учитывая все эти аргументы, считаю необходимым вернуть данный проект обратно исполнительному органу власти. Друзья, вышесказанное является комментариями к законопроекту. Сейчас я озвучу мнение и позицию Республиканской общественной организации «Арва». Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Арва» считает, что рассмотрение данных законопроектов несут угрозу национальной безопасности нашей страны. Следовательно, их нельзя выносить на сессию парламента. Искусственное увеличение населения Абхазии приведет к демографическому дисбалансу и нарушит этнополитический баланс в государстве. Абхазы являются государствообразующим народом и носителем государственного суверенитета Республики Абхазия. Любое нарушение баланса в национальном составе приведет к утрате государственности. В нашей истории уже были примеры переселения, что привело к уменьшению численности абхазов и, как следствие, к трагическим событиям. Напомним, что в 1992 году перед грузино-абхазской войной абхазы составляли 17% от общего количества населения, что стало поводом для оккупации нашей страны войсками Госсовета Грузии. В связи с вышеизложенным предлагаем Комитету по государственной правовой политике Народного собрания парламента Республики Абхазия рассмотреть вопросы реформирования государственного управления, инициировать
перепись населения для определения количественного и национального состава Абхазии с последующей разработкой нормативно-правовой базы, направленной на решение демографических и языковых проблем абхазского этноса. Общественная организация АРВА, ветеранская организация. В первом списке членов Высшего совета АРВА стоит имя Владислава Ардзенба, и мы являемся продолжателями его дела. Наша основная цель – сохранение независимости и укрепление государственного суверенитета Абхазии. Мы, как ветераны Отечественной войны народа Абхазии, убеждены, что должны стоять на страже интересов абхазского народа. То, что завоевано ценой крови и сохранено в непростые послевоенные годы, не должно быть потеряно и распродано. Уважаемые депутаты, если парламент Республики Абхазия примет закон об апартаментах, то теряется смысл всей национально-освободительной борьбы нашего народа за право нашей нации на самоопределение. Теряется смысл пролитой крови и то, за что мы воевали и положили в землю лучших сыновей и дочерей Абхазии. Данный вопрос не является вопросом политической борьбы, а является угрозой национальной безопасности страны. Депутаты парламента – избранники народа, и ваш долг – защищать интересы народа и государства. Помните о том, что вы несете ответственность за нашу страну перед историей и памятью тех, кто сражался и боролся за независимость Апсны. Во избежание дестабилизации обстановки Республиканская общественная организация АРВА настоятельно предлагает отложить рассмотрение данных неприемлемых для нашей страны и нашего народа законопроектов и не побуждать наш народ на решительные действия, тем более накануне 30-летия Победы. Спасибо за внимание. Уважаемые присутствующие, сегодня мы с вами обсуждаем судьбоносный вопрос, и это не просто форма речи, это на самом деле для нашей страны, для ее народа так и есть. Со всех точек зрения, это и демография, экономика и так далее и тому подобное. Мы в партии «Форум народного единства» не раз заявляли об этом на своих публичных выступлениях, на своих форумах, политсоветах. И на съезде, который мы провели, мы тоже четко обозначили в резолюции свое отношение вообще к действиям властям. Практически все, кто высказывается и высказывался по теме сегодняшнего обсуждения, политические организации, общественные, ветераны, журналисты, ученые, просто активные граждане, все в большинстве заявляют об опасности, которую несет эта тема апартаментов. Позиция Форума народного единства такая, что ни в каком чтении не принимать этот документ, так как он не соответствует интересам государства. Вот здесь выступающие передо мной коснулись темы о том, какая реакция в Российской Федерации на этот законопроект. Вот даже президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высказался на эту тему. Все видели и слышали. И он высказался негативно. Ну, видимо, тех, кто сегодня лоббирует этот вопрос усиленно, это не волнует. Еще раз, я позволю себе, как бывший депутат, ваш коллега, высказать несколько пожеланий, что ли, чтобы была картина еще более полная, как люди относятся к этому законопроекту. На наш взгляд, необходимо заключение специалистов, ученых, энергетиков, экологов, органов местного самоуправления. Неплохо было бы посмотреть опыт других государств. Ну, здесь так быстро, с наскока, такие вопросы не решаются, как говорили коллеги. Я постараюсь не повторяться.
во многом, очень во многом наши мнения пересекаются с мнениями выступающих, в частности, с Общественной палатой. И здесь есть о чем говорить. В своих округах тоже депутаты могут провести встречи со своими избирателями и так далее и тому подобное. Теперь в два слова я скажу по поводу контраргументы, по поводу тех, кто настаивает на том, что вся эта история будет иметь положительный экономический результат. Выручка всех совокупно, это статистика, данные статистики, всех отелей составляет 5 миллиардов 300 миллионов. Ну, приблизительно плюс-минус. Приблизительно плюс-минус 35-40 тысяч койко-мест. Это в среднем где-то 1500 рублей за одно койко-место. Эти объекты в своей основной массе построили наши граждане своими усилиями. Это тот слой предпринимателей, как мы их называем, малых, средних, которые занимаются этим бизнесом. Наполняемость на сегодняшний день, я смотрел, данные кое-какие, наполняемость не стопроцентная, то есть определенный дефицит на сегодняшний день туристов. Это факт. Потом, как здесь было правильно замечено, вопрос дорог, вопрос энергетики, вопрос очистных, вопрос воды и так далее и тому подобное, это очень серьезные вопросы, которые на самом деле придется решать нам в будущем. И это вопрос даже недалекого будущего, а первостепенные вопросы, которые необходимо именно сейчас решать. Что касается самой главной опасности, это демографической, знаете, если кто-то может напомнить нам всем здесь, что, например, где, в какой стране допускается, что коренное население, даже хотя бы по количеству, сравнивается с некоренным, с пришлым населением, скажем так, может, другую формулировку, более мягкую, надо было применить, но сказал, как сказал. Я думаю, что никто из нас здесь не сможет такую цифру назвать. Приведу пример, даже такое государство, мощная, как Российская Федерация, с населением 150 миллионов человек, оно никак не может сегодня позволить себе заселить 100 миллионов китайцев. 100 миллионов китайцев можно вот так щелчком пальцев очень запросто заселить, проблем нет. Ну этот вопрос, уважаемые коллеги, мы тоже должны учитывать. Здесь Тимур Лёсикович все это верно сказал, и коллеги верно сказали. Так что еще один такой момент. Сегодня я вижу, что идут попытки решить вопрос так, чтобы чиновники будут решать, кому давать, какие земли, где разрешено строительство и так далее. Можно с уверенностью сразу сказать, что это будет хаос и беспредел, бесконтрольное строительство со всеми нарушениями. Это частично мы уже видим у себя в Абхазии. И к чему это привело, мы видим на примере нашего соседнего Сочи-Адлера. У нас и так практически коррупция очень серьезный бич. Ну, что дальше будет, представить, конечно, очень сложно. Прежде чем приступить к обсуждению таких важных вопросов, как строительство апартаментов, необходимо пройти непростой и нелегкий путь по законотворчеству, минимизировать все риски по этим вопросам. Коллеги уже много об этом сказали, не буду повторяться. Далее, у нас есть такой орган, как ЦСИ. У меня вопрос. ЦСИ принимало ли участие в обсуждении этого вопроса? Это все-таки государственная структура, и важно знать ее мнение. Дальше, что касается антикоррупционной экспертизы. Закон Республики Абхазия о противодействии коррупции 2016 года за номером 4209, где есть четко прописаны органы, уполномоченные проводить антикоррупционную экспертизу, в том числе тут и парламент был указан. Есть отдельный порядок проведения антикоррупционной экспертизы против нормативных актов, утвержденных постановлением Кабмина от 2018 года за номером 97.
антикоррупционная экспертиза должна проведена и Минюстом, и прокуратурой, и Народным собранием. Теперь, что касается контрольной палаты. Здесь в статье 2 о контрольной палате, значит, вот говорится по смыслу, один из проектов закона, который мы сейчас, вот о котором мы говорим, вводит новый вид налога, в кавычках, сбора. А это напрямую касается бюджета и бюджетного законодательства. Поэтому необходима еще и экспертиза контрольной палаты в соответствии с законом о контрольной палате от 2015 года за номером 3910. И последнее, чтобы не отнимать много времени. Последнее наводнение в Гаграх и других районах Абхазии показало, что необходимы серьезные подходы при планировании строительства объектов как гостиничного типа, так и крупных объектов. Тенгиз правильно сказал, за ошибки будем платить мы все вместе, то есть за ошибки будет платить бюджет. С изменением климата на Земле это очень важно опираться на мнение и заключение специалистов данного профиля. И в самом конце, если народ в очередной раз власть не услышит, тогда мы, видимо, будем действовать так, как подсказывает ситуация. Спасибо за внимание. Сахаз, Псуацас, Шистаху, Апсуа Ацрацвестаху. Зигира Харца Зухану Русфилагизхо. Я считаю, что данный законопроект представляет угрозу национальной безопасности, угрозу абхазской нации. И здесь, чтобы объяснить, я историк, я должен корни этого объяснить исторически. И здесь основная масса депутатов, молодежь, поэтому мне нужно, чтобы вы прочувствовали и поняли, в какой ситуации мы находились до войны 1992 года. В результате экспансии, затеянной Сталиным и Берия, в Абхазии, столица Абхазии была грузинской. Абхазцев составляло 15%. Мы, жители этого города, в каких-то небольших анклавах могли общаться только по-абхазски. Весь город был грузинский. Они жили в лучших местах города, они занимали все побережье, и не только город Сухум, это город Гагра, это город Ачимчира, который был полностью поглощен. И это Гульрипский район, я не буду сейчас говорить, я сейчас хочу сказать о городах. Да? Села, естественно, подпитывали города, и здесь наша ассимиляция, если вам кто-то рассказывает, что не было ассимиляции, не верьте этому. У нас шла ассимиляция, шла и с той стороны, и шла и с этой стороны. И мы, как народ, могли исчезнуть из-за потери своего языка и своей идентичности. И сейчас этот закон, наше завоевание. Какое наше завоевание? Давайте скажем прямо. Мы, абхазцы, являемся хозяевами на своей земле. Мы живем в лучших местах, весь город наш, Гагра наша, все наше, нас, абхазцев. Этот закон экономически делает так, что в лучших местах города, вот посмотрите новые строения, где они становятся? На побережье, в самых лучших местах будут заселены иностранцы. Мы потеряем абхазский облик наших городов. Мы перестанем доминировать в нашей столице.
мы перестанем быть государствообразующей нацией. И наше завоевание, мы только можем гордиться за 30 лет, что Абхазию мы сделали абхазской. И сейчас за какие-то я о экономических привилегиях скажу, там не будет никакой экономической выгоды абхазскому народу, не будет. Я еще один пример хочу вам привести, ребята. Гальский район. Самарзаканцы – это абхазцы. В 19 веке, во второй половине 19 века начали переселяться крепостные с Мингрели, не имеющие никаких прав в Самарзакане. Ачага рыб гыкуцан яйтвор. И через несколько... Да, то есть и они потихоньку, заняв экономическую нишу, самую низшую, ассимилировали Гальский район. Мы потеряли, это была национальная катастрофа. 1/3 абхазцев потерялась из-за того, что мы экономические рычаги отдали крепостным, которые потом получили земли, получили права и ассимилировали. Вот пример. Мы потеряем главный ресурс, эту нашу землю. Вот сегодня пример Аджарии нам приводят, да? Как сегодня развивается Абхазия? Какое значение играет роль собственника? Мы, абхазцы, на своей земле, вот у нас, да, это официальные данные, 858 объектов размещения, то есть гостиниц. Подавляющее большинство собственники абхазцы. Согласны? Мы собственники. Значит, там 39 тысяч мест размещения. Вот нам приводят в пример Аджарию. 482 объекта размещения, в 2 раза меньше. А мест там 63 тысячи. Это о чем говорит? О том, что инвесторы являются собственниками этих мест размещения, не местное население. А у нас правильный путь, мы строим, абхазцы, гостиницы, отели, мы становимся собственниками, мы создаем средний класс, являющийся фундаментом нации. Фундамент, все развитые нации имеют фундамент. Это класс собственников. И все эти рычаги у нас сегодня здесь. И мы хотим отдать эти рычаги экономические иностранцам. Я очень скрупулезно отношусь ко всем вопросам. Все экономические теории, все, ни одна не говорит о том, что если переселять население, что уровень экономики возрастет. Наоборот. Так называемая мультизианская ловушка существует. Это ситуация, когда рост населения обгоняет рост производства средств существования. Под этой идеологией многие вообще сокращают, Китай, Индия, сокращают население. Там политика одного ребенка и так далее, и так далее, и так далее. То есть что здесь аргумент, что приедет население, у нас экономика вырастет? Нет. Они будут потреблять больше, чем они принесут. И тот наш нищий бюджет мы будем тратить на приезжих больше, чем на самих себя. И это экономические законы, которые приняты во всем мире. Тот исторический шанс, который мы кровью своей, лучшей частью абхазцев
дали абхазскому народу стать собственниками на своей земле, решать свою судьбу, мы сейчас хотим отдать иностранцам, наделив их квартирой, наделив их собственностью, которую они будут развивать. Я считаю, что эта политика будет понята абхазским народом. Я не хочу, чтобы абхазский народ свой гнев обратил на вас. Не хочу. Вы одна из лучших частей нашей нации, депутаты. Вы наша молодежь, на которую мы смотрим. Но лишать абхазский народ будущего – это преступление, которому останется на века. Вы несете ответственность не только за будущее, но и за прошлое. Сколько поколений делали так, чтобы абхазцы стали хозяевами на своей земле? Чтобы они держали экономику, экономические рычаги в своих руках. Потеря экономических рычагов – это потеря суверенитета. Это потеря нации. Поэтому я призываю вас, этот закон, который носит антиабхазский, антинациональный характер, отправить обратно ее авторам. И заняться строительством государства и подъемом абхазской нации, абхазской экономики. Нам нужны кредиты. Нам, малому бизнесу, абхазскому, нам нужна поддержка. Нам, абхазцам, нужна, ребята. Не иностранцам, у них все будет, слушай, у них там банки за ними стоят, беспроцентные кредиты, у них все будет. Вы нас почему хотите поставить в неравные условия? Извините, я эмоционален, но это наш народ. Каждый из вас вложил свою лепту, ваши родители, ваши братья. Хапсуал, Апсуара рабхи харгылапора, Хамилат рабхи харгылап, Аджизухан хара хартуб, Хкия роб Апсуа, Хкия роб Эханза, Хазга забаз Ахшака, то Хкия роб. Топ Хашас приглашение Хаштец, Яйра, Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии Яйра, уже сделала несколько заявлений. Я начну, наверное, не с доверия главы государства Республики Абхазии и его проведенной антинародной политикой. Мы уже заявили о том, что о референдуме. Мы собираем подписи. Я хочу завершить свой разговор. Я просто начало. Почему я, в принципе, это все высказываю? Потому что глава государства сегодня сделал указ о апартаменты и сам апартаменты. Да, вот там это одна из тех, пунктов. Еще есть ряд пунктов, которые еще будет, наверное, в дальнейшем, вы, которые будете депутаты уважаемые, будете рассматривать. Все те соглашения я лично, в том числе и Яйра, против в любом формате этого законопроекта, что принималось. Я прошу, чтобы этот законопроект, как и эти отели, апартаменты и другие, здесь ряд есть электроснабжения и другие ряды собственности, чтобы такие роды, которые угрожающие нашей национальной безопасности, чтобы не рассматривался. Никакие поправки здесь не должно быть внесено, мое мнение, убеждение, потому что мы прекрасно понимаем, какие поправки там могут быть, и в дальнейшем вопрос времени. Сегодня, который нас власть убеждает о том, что те граждане, которые собственники, которые сегодня отели, то есть сам апартаменты, которые будут выкупать, или там, как она, не знаю, как она, мне кажется, сегодня мы просто их дарим, вот, что они не будут заниматься политикой, жизни, деятельности нашего народа, абхазской государственности. Опять же, вопрос времени. Мы не ради того, что только президента должны выбирать. Мы должны думать о своем народе, который прошел большой путь.
И, к сожалению, корни нашего народа, откуда мы просто, наверное, некоторые забылись. Понимаете, вот, некоторые забыли, что есть Родина. Родина – это наша земля. Она не продается и не рассматривается. Сегодня это законопроект, я считаю, что она является, если это в закон мы примем, то это наш суверенитет. Мы здесь, вот мои коллеги, друзья, хорошо сказали, я присоединяюсь к их словам. Здесь мы уже прошли, наши старшие прошли. 21 год, 37-й год, перенесен строй грузинами. Мне вопрос, кем мы хотим заселить нашу Абхазию? Моим боевым друзьям, товарищам, депутаты уважаемые, мы же опять же начинаем то же самое, вернемся несколько лет. То, что память еще у нас она еще молода, еще не забылась. Мы что, опять завтра, послезавтра, через 10-15 лет? Наше будущее, ваши дети, наши внуки. Что мы им даем? Опять то же самое, то, что происходило во время проживания грузинской этносы в Абхазии, численностью 550 тысяч, да, человек, в принципе, где оглашают, и мне это, я принял это с оскорблением. Мы, оказывается, ошиблись, воевав с агрессорами грузинской национальности. Кое-как 3700 человек сложили самую драгоценную, отдали свою жизнь за свободу, за будущее нашего народа, нашей Абхазии, что мы с вами сегодня сидели, разговаривали смело. Я вас прошу, уважаемые депутаты, здесь, как было сказано, все, которые за законопроекты, отель апартаменты и сам апартаменты собственностью, мое убеждение и убеждение Яйры, считаю, что ее надо вернуть. Мы зачем тогда вопрос, боевые мои друзья, товарищи, сыны наших воинов погибших, зачем тогда мы воевали и защищали свои интересы нашей национальности, нашего этноса, который завтра, если ассимилируется через 10 лет, через 5 лет? Неужели стоит этого богатства, не имея чести и совести, и потеряв свой этнос и свою нацию, абхазского языка, абхазской культуры? Я считаю, что мы не имеем права, я не хочу, чтобы кто-то обиделся. У каждого свое мнение есть, я уважаю ваше мнение. Но у нас мнение одна должна быть, как сохранить наше этноса, нашего государства. Я и не враг, я в России не объявил войну, я не объявил никому. Грузины напали на нас, мы защищаемся. Ничего здесь страшного нету, что я защищаю свои интересы и свою нацию. Земля – это наша народная. И, к сожалению, то, что мы говорим, хотим, просто отдаем отель, апартаменты и самые апартаменты, и еще аэропорт, который, в принципе, такие царские подарки еще никто не делал. Это только не имеем все государственные объекты, как земля, это родина, она вообще даже не рассматривается. Как аэропорт, порты, энергоснабжение, ГЭС и другие вещи, которые, в принципе, она, в принципе, не должна, она должна остаться государственным объектом, даже в нечастную собственность. Я даже сам бы, если даже будете предлагать, я даже ее невозможно, она должна быть государственным объектом. Сегодня, когда идет война, то есть спецоперации на Донбассе, те люди, которые должны оказать помощь экономически и так далее, поддержку, что победит 52 стран, которые сегодня объединились, это не только Россия, в том числе и нам это касается. И наши братья, которые сегодня защищают интересы абхазского народа на Донбассе, погибают, я завершаю, погибают ради того, чтобы у нас был мир. И при этом мы сегодня в спешку продаем наши земли, не то, что там по 0,6 квадратных метров, а по 22 гектара, по 45 гектаров, по 200 гектаров и так далее. А куда, скажите, пожалуйста, нашему народу, простые граждане, что они, куда они, чем они будут пользоваться, как они будут жить, где же, так элементарно, хочу грубо сказать, где же они будут кукурузу соить и другие, что как они будут выживать, об этом никто не подумал. И тем более отель апартаменты и сам апартаменты никакой экономическую пользу нашему государству не дает. Вот. И в связи с этим я против, даже на рассмотрение, прошу вас, пожалуйста, прошу вас такие угрожающие нашей безопасности, нашего этноса, нашей нации не принимать.
Что я могу сказать от себя, от своей организации, от Союза ветеранов и молодежи АПСН? И я повторю слова своих друзей и коллег и ветеранских организаций. Я считал и считаю, убежден в том, что этот закон носит антинациональный, антигосударственный, антиабхазский характер. Более того, я настолько в этом убежден, что вместе со своими друзьями мы организовали штаб по противодействию этому закону. Вообще само наше вот здесь собрание показывает о том, насколько обсуждение этого закона имеет очень важное значение для нашего общества, насколько к нему относятся с тревогой и с трепетом. Здесь много было сказано слов про то, что было в 30-е, 40-е годы. Я повторюсь еще раз тезисно про эти слова прошлого столетия, про Абхаз-переселенстрой, про то, как мы превратились в 17%, про то, что я фактически вижу экспансию на наше государство, на нашу страну сегодня. Мы даже разговариваем в главном органе страны сегодня на русском языке. Для чего мы создавали государство? Мы создавали для того, чтобы, правильно сказал Баталджоп, для того, чтобы сохранить свой язык, культуру, свою национальную идентичность. Для этого мы и создавали государство. Сегодня сами, наверное, в 30-е годы тоже проводились такие собрания, и тоже были какие-то выступающие, которые говорили, как это для нас, абхазов, хорошо, там как-то это мотивировали, как-то это придумывали, но жизненная практика показала, что ничего хорошего для нас это не принесло. Убежден я в том, что не принесет и сейчас. Моего отца, деда точнее, раскулачила советская власть, дома отняла в Гудаутах, хотя он родом из Абгархука. Я родился, вырос в Хрущевке, вот здесь вот в Сухуме. Прошла война, закончилась, я там в трофейных поселениях не живу. Наверное, уже можно сказать в кавычках, к сожалению, потому что дети уже выросли. Но сегодня каким образом я смогу передать своим детям, я что ли буду апартаменты покупать или где-то жить? Сегодня никто не подумал о таких людях, как я, кто будет думать о моих детях, если прямо на моих глазах всю страну сегодня хотят по факту распродать. Как бы кто бы что бы ни говорил, это самая настоящая распродажа. Конечно, я буду против этой распродажи во всех ее видах и формах. Более того, еще скажу, что я получаю большое количество откликов наших граждан, получаю сообщения, звонки, у меня проходят встречи. Это при всем при том, что я далеко не публичная такая личность и там не государственный человек, потому что это очень сильно беспокоит наших граждан и очень сильно беспокоит наших людей, естественно, в том числе и меня. Повторюсь еще раз, этот закон, я вижу в нем исключительно только угрозу нашей национальной безопасности и нашей государственности, нашему экономическому суверенитету, нашему политическому суверенитету. И вот это вот разговоры, когда говорят там о каких-то поправках, там, о каких-то изменениях, там, не 100 тысяч, там, а 60 тысяч, я считаю, что это все обман. Это просто обман наших граждан, когда пытаются просто отвлечь внимание людей непосредственно. Я приоткрыл эти двери, у нас нету никаких механизмов контроля. Эти проекты лоббируют не какие-то частные люди, точнее, вполне возможно, что и частные люди, за которыми стоят, правильно говорили здесь, банки, за которыми стоят целые государства. И мы хотим сказать, что мы сегодня не можем проконтролировать строительство туалета на набережной, где нету никаких механизмов контроля, где не решены сопутствующие этой проблеме вопросы, такие как земельный кадастр, где не приняты градостроительные кодексы, где одни дыры сплошные сегодня у нас, что в законодательстве, что в исполнительной власти. Мы хотим строить апартаменты. Ну, я категорически против.
принятия такого закона и такого решения. Против даже того, чтобы его рассматривали на сессии парламента. Но если, тем не менее, этот закон все-таки на сессию вынесен будет, я присоединяюсь к словам своих друзей и Ливана Микава, и Тимура Гулия, ко всем выступающим, которые говорили. Я прошу вас, дорогие депутаты, помните, пожалуйста, помните о том, что было в нашей жизни и какова ответственность. И еще хотел бы сказать, что помните о том, что какие могут вытекать из этого всего последствия, учитывая уровень противостояния в нашем обществе, уровень противостояния между властью и оппозицией, между тем, насколько велико недоверие граждан к властям вообще. Мне непонятно, почему глава государства приходит в общественную палату и говорит, что вы, депутаты, что-то ему должны. Почему это во-первых... Конечно, вы должны только... Минуточку, пожалуйста, можно я закончу? Да. Дорогие депутаты, вы никому ничего не должны. Вы должны исключительно только своим избирателям и нам, гражданам. Прошу вас, пожалуйста, не голосуйте за это.